Поэтому я очень скептически отношусь к тому, чтобы Украина, не сделав изменения своей страны, не сделав внутренние реформы, добилась на международных площадках более активной позиции наших партнеров по отстаиванию наших интересов. Мы как-то такие очень удивительные в этом плане люди, которые хотим, не поменял Украину, добиться лучшего отношения наших друзей Украины к нам самим. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Олександр Салантай, керівник програми практичної політики та експерт Інституту політичної освіти, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну а мы переходим к следующей теме. Нагорный Карабах. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина и Азербайджан взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга, и между странами в последние год-два установились серьезные крепкие отношения. Давайте вместе его послушаем. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. І вони так само, коли ми говоримо про Крим, відверто говорять, що це була незаконна анексія Криму. І підтримують нашу територіальну цілісність і суверенітет України. Тому тут ми підтримуємо одне одного. Илья Куса, эксперт Украинского института будущего, с нами сейчас на прямой связи. Пане Илья, витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Что сегодня, на ваш взгляд, происходит в Нагорном Карабахе? А можно ли это назвать просто эскалацией, либо уже идет реальная война? Ну, смотрите, я думаю, что хоть и интенсивность боевых действий сейчас немножко снизилась, но я могу это назвать, я считаю, что тут мы говорим о полномасштабных боевых действиях, которые сравнимы с боевыми действиями в 90-х годах и в 2016-м. Поэтому, потому что стороны применяют, по сути, практически весь свой арсенал вооружения, включая, вот недавно активизировали активное применение тяжелого вооружения, авиацию, бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию, тяжелые огнеметы, оперативно-ракетные тактические комплексы. Поэтому да, я думаю, что здесь уместно будет говорить о полномасштабных боевых действиях, то есть о таком очень серьезном конфликте, который является одним из беспрецедентным за последние 30 лет. Как вы считаете, почему именно сейчас на таком уровне обострился конфликт на Горном Карабахе? И как вы считаете, удастся ли Азербайджану полностью деоккупировать свои территории? Я думаю, что это связано, во-первых, с желанием Азербайджана взять реванш как за 90-е годы, так и за 16-й год, и за июльские столкновения в этом году. И, во-вторых, с инициативой Турции, которая рассматривает Южный Кавказ как регион своей ближней периферии, как сферу своих политических интересов, и для которой старый статус-кво, который был установлен еще в 90-х после Первой Карабахской войны, как неприемлемый, как таковой, который не обслуживает интересы Турции. И поэтому, по мнению официальной Анкары, следует изменить военно-политический баланс сил в пользу Азербайджана, своего союзника, то есть в пользу самих себя в том числе. И потом с этих позиций, то есть там, например, завоевать часть территории, и потом с этих позиций инициировать новые переговоры, но в которых Турция уже будет одним из ключевых стейкхолдеров или посредников. Я думаю, что в Турции приемлемый вариант переговоров для себя рассматривают двухсторонний с Российской Федерацией. Будет ли Армения пытаться втянуть Российскую Федерацию в этот конфликт как участницу ОДКБ? Это может произойти лишь в случае официального обращения Армении в ОДКБ, которого пока не было. То есть об этом только ходят разговоры, но Армения официально не обращалась в ОДКБ за военной помощью. Они могут обратиться, ссылаясь на обстрелы своей территории, то есть не Нагорного Карабаха, но территории Армении. Такие обстрелы были зафиксированы ранее. Но они с этим не обращались, соответственно, я думаю, что Армения пока не собирается втягивать напрямую в конфликт Российскую Федерацию. Во-первых, потому что отношения между Москвой и Ереваном сейчас непростые, учитывая, что к Николу Пашиняну
относится с подозрением в Москве, считая, что он не является полностью пророссийским ставленником, что так и есть. И с другой стороны, они не хотят вовлечения России напрямую в конфликт, потому что, с одной стороны, верят, что могут своими силами защитить территорию Карабаха, а с другой стороны, возможно, они хотят интернационализировать конфликт, чтобы в него еще вовлеклась Турция. Например, А может ли таким образом Россия мстить Пашиняну, как человеку, как в российских пропагандистских СМИ говорят, да, соросенком, как человека, к которому власти привела цветная революция? Может ли таким образом Россия мстить Пашиняну просто? Я думаю, что, конечно, они не будут ради просто какой-то мести двух лидеров там кидать Армению и весь регион там под влияние Турции. Мне кажется, это уже слишком. Но, безусловно, некоторые нотки вот этого вот недовольства Пашиняном я заметил, когда в самом начале эскалации, когда очень долго Москва не звонила в Ереван, то есть ждала, пока Пашинян сам позвонит Путину. И в целом вот их риторика, и даже до сих пор вокруг Армении, она как раз вот крутится вокруг идеи, что пусть армяне сами попросят. И, может быть, мы поможем.